В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. 50 новых случаев коронавируса в Якутии. Более 30 человек в тяжелом состоянии. Парашютисты-десантники Тюменской и Ханты-Мансийской авиалесоохраны прибыли в Якутию для тушения лесных пожаров. Силы уже распределили по районам республики. 6 июля заработают библиотеки в Якутии. Все ли готово к открытию? «50 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Больше всего заболевших по-прежнему в столице региона – 41 человек. 3 в Мирнинском районе, по 2 заболевших в Нерюнгринском, Амгинском районах. 31 пациент находится в тяжелом состоянии, 8 больных подключены к аппарату ИВЛ. Всего на 3 июля в Якутии зарегистрировано 4365 случаев COVID-19. У нас со 2 числа снят ряд ограничений. Работают торговые центры, летние кафе. Начал работать водный транспорт и автомобильный транспорт на перевозку пассажиров между районами. Конечно же, увеличивается контактность между людьми. И настоятельно рекомендую жителям республики соблюдать масочный режим, а также социальное дистанцирование. Это очень важно. Также местным администрациям всем и отраслевым министерствам, конечно, надо усилить контроль за работой объектов торговли и сферы услуг, соблюдение, опять же, продавцами всех тех требований, которые на сегодняшний день действуют по линии Роспотребнадзора. Прошу также граждан на такие случаи очень четко реагировать и давать сообщения по горячим линиям по борьбе с коронавирусом или управление Роспотребнадзора, местной администрации для принятия мер. В целом, я считаю, что у нас ситуация стабильная. Мы, как и предполагали, что вот заболеваемость по республике в пределах 40-50, она в эти дни будет стоять, колебаться. Ну, дальше, надеемся, все-таки пойдет уже дальнейший плавный спад. 90 парашютистов-десантников Тюменской и Ханты-Мансийской авиалесоохраны сегодня прибыли в Якутию для тушения лесных пожаров. Накануне в регионе был введен режим ЧС. Причины труднодоступных и чрезвычайно удаленных лесных пожаров – жара, порывистый ветер и сухие грозы. В июне, например, в Верхоянске был установлен заполярный рекорд жары. Температура воздуха поднималась до плюс 38 градусов. И, к сожалению, в течение июля погода не изменится. К слову, режим ЧС действует и в ряде других регионов России. До конца недели правительством страны будет решен вопрос о выделении этим субъектам дополнительного финансирования. Сегодня мы с вами убываем в Якутск. Задача простая. Обстановка в Якутии сложная. Большое количество пожаров, большое количество площадей. Почему вы? Работа будет на удаленке. Поэтому авиалесоохрана вперед в бой. Главная задача – требования безопасности, чтобы все живые и здоровые остались. Ну и вторая главная задача – максимально выложиться в локализации, ликвидации пожаров. И вот уже 40 лесных пожарных из Тюменской авиалесоохраны доехали до Бердигистяха. Более 20 воздушных пожарных Ханты-Мансийской авиалесоохраны уехали на пожары в Хангаласский район и 29 на пожары в Татинский улус. Основной этап ЕГЭ стартовал в России. Выпускники школ, которые планируют поступать в вузы, сегодня сдают экзамены по информатике, географии и литературе. Заявление на ЕГЭ по литературе подали более 58 тысяч человек. Экзаменационная работа состоит из 2 частей, включающих 17 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. ЕГЭ по географии планируют сдавать около 17 тысяч человек. Работа также состоит из 2 частей, которые содержат 34 задания. На их выполнение отводится 3 часа. Сдавать ЕГЭ по информатике будут свыше 98 тысяч человек. Им предстоит за 3 часа 55 минут выполнить работу, которая состоит из 2 частей и включает в себя 27 заданий. Свои результаты участники ЕГЭ по этим предметам узнают не позднее 17 июля.
Реализация нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» в Якутии идет по графику. Сегодня глава региона Айсен Николаев провел совещание по этому вопросу. Руководитель республики поручил Министерству строительства региона держать на особом контроле ход строительства соцобъектов, строящихся в рамках реализации нацпроекта «Демография». В этом году общий объем финансирования по нацпроекту «Демография» составил 6 миллиардов 680 миллионов рублей, а по нацпроекту «Здравоохранение» почти 8 миллиардов рублей. По итогам совещания Айсен Николаев отметил, что министерствам и ведомствам необходимо наладить более тесное взаимодействие, серьезно подходить к решению всех возникающих проблемных вопросов и оперативно по ним отрабатывать. В Якутске продолжаются работы по промывке сети водоснабжения. Это необходимо для того, чтобы улучшить качество воды. Процедура проходит в несколько этапов. За каждый отвечают разные организации. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Еще пару лет назад всеми нелюбимая кола из-под крана была частым явлением для Якутска, особенно во время паводка. В конце 2018 года в работу была запущена новая водоочистная станция, и качество воды улучшилось в разы. Однако для того, чтобы вода заходила в квартиры такой же чистой, необходимо регулярно промывать трубопроводы. Сеть водоснабжения в Якутске делится на несколько составляющих, и за каждый этап отвечают разные организации. В зоне ответственности акционерного общества «Водоканал» находятся магистральные сети. В этом году специалисты должны промыть больше 110 километров трубопровода. Сейчас уже отработано порядка 30 километров. Недавно, например, работы провели на линии от водозабора до Жатая. Мы все это перекрываем сразу по пути, все задвижки. То есть они также все оповещены. Закрываем, чтобы хлор вдруг не попал в их водопровод. И уже на конечном пункте хлор закачан. Мы его ждем, пока он придет. Мы берем пробы время от времени. Вот, допустим, хлор поймали в большом количестве. Наш лаборант проводит исследования, чтобы была допустимая норма. Как в пределах допустимой нормы она выходит, все, также мы все делаем, только уже по пути обратно. Следом за магистральными трубами идут внутриквартальные сети. Ими занимаются теплоснабжающие организации и компании-транспортировщики. К работе они приступают сразу после того, как будет промыта магистральная линия, и Роспотребнадзор даст соответствующее заключение. Одна из таких организаций – Якутская ТЭЦ. В этом году они начали промывку одними из первых. Запланирована промывка холодного водоснабжения около 144 километров, горячего водоснабжения около 86 километров. Промывка холодного и горячего водоснабжения осуществляется по графику, согласованный с Роспотребнадзором и с АГХ. Первый этап – это гидропневмопромывка внутриквартальных сетей холодного и горячего водоснабжения. Второй этап – это и сама дезинфекция. Завершают этапы промывки управляющие компании и ТСЖ. В их зоне ответственности внутридомовые водопроводы, по которым вода попадает в квартиры. Осознавая всю свою ответственность, мы, управляющая компания, тоже начали работу по промывке внутридомовых сетей. Помимо промывки у нас по домам у ввода устанавливаются фильтра грубой очистки, грязевики и держится на постоянном контроле и постоянно чистится. У нас пока промыто 10% на обслуживание 142 дома. Обслуживаем в 5 округах города Якутска. От качества промывки на всех этапах зависит качество подаваемой воды. В прошлом году водоканал обращался в администрацию Якутска с просьбой включить промывку внутридомовых сетей водоснабжения в график подготовки к отопительному сезону. Это бы позволило намного лучше контролировать промывочные работы на всех этапах. Однако с принятием решения администрация города пока не торопится. Нормы контроля нет. То есть в акте получения подготовки к отопительному сезону, готовности дома, нет графы промывки сетей, водосетей. Соответственно, проконтролировать это путем нормативного акта невозможно. Осталось только горожанам контролировать, как все это дело делается. Мы, в свою очередь, предприятия, которые подают чистую воду, конечно же, заинтересованы, чтобы эта вода попала в краны всех горожан. Поэтому прошу включиться граждан. Как правило, промывка и дезинфекция проводятся в ночное время. О ближайших запланированных отключениях воды в связи с промывкой магистральных и внутриквартальных сетей можно узнать на сайте и странице Инстаграм акционерного общества «Водоканал». Между тем, энергетики Нюрнгринская ГРЭС с 9 по 27 июля проведут ремонтные работы на магистральных тепловых сетях. В связи с этим в эти дни в Нерюнгре, а также в поселках Серебряный Бор и Беркакит не будет горячей воды.
Энергетикам предстоит переложить более 1300 километров трубопровода. 9 июля будут проводиться гидравлические испытания магистральных тепловых сетей на прочность и плотность. В этот период категорически запрещается находиться в зоне прокладки сетей, спускаться в тепловые камеры и колодцы. А жители Удачного за тепло и воду будут платить гораздо меньше. В поселок совсем скоро придет природный газ. Сегодня тепловодоснабжение и подача горячей воды осуществляется с помощью электрической энергии. Подробности в следующем сюжете. Удачницы с нетерпением ждут газификации города. Ведь теперь за тепло они будут платить гораздо меньше. У нас 23 сентября 2019 года на заседании инвестиционного комитета компании были, соответственно, приняты ряд решений о начале реализации данного проекта. На данном совещании, соответственно, было одобрено провести реализацию инвестиционного проекта «Газификация Удачного» и объектов Удачинского ГОК. Проект по газификации включает строительство самого газопровода, а также 2 котельных в приполярном городе и 2 калориферных на подземном руднике Удачный. На данном, совещании были определены источники финансирования, то есть под проект газопровод и под проект котельные, источником финансирования был определен этот целевой заем, а для подпроекта калориферные рудник Удачный собственные средства компании. Что касается поставки оборудования, первая партия труб 27 тысяч метров уже поступила в Ленское отделение ОМТС. 20 июня первая машина с металлическими трубами для будущего газопровода доставлена в Айхал из Ленска. В организации поставки материала приняли участие работники УМТС, Алроса Лена, Алмаз Дор Транса. Разгрузка автомобилей ведется по мере прибывания больших грузов. В работе задействована техника Айхальского ГОКа, а также специалисты управления материально-технического снабжения и Алроса Газ. Трубы изготовлены в Нижегородской области на металлургическом заводе. На данный момент и также подходит вторая партия этой газовой трубы в Сускута, в город Ленск. Будет еще порядка 1400-1600 труб. На данный момент, которые трубы мы разгружаем, они хранятся на площадке участка карьера «Заря». Проводится сейчас оперативно проводится работа по разгрузке. Газификация Удачного приведет к снижению стоимости тепловой энергии в городе. Всего протяженность газопровода составит почти 60 километров. Работы проведут специалисты Алроза Газ. Подвести голубое топливо они планируют к началу отопительного сезона 2023 года. Котельное оборудование города и ряда объектов Алроса переведут с электрической энергии на природный газ. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». 6 июля заработают библиотеки республики. Эти учреждения попали во второй этап снятия ограничительных мер по коронавирусу. Как сообщили в Министерстве культуры региона, ограничений по времени работы не будет. Однако есть изменения по оказанию услуг. Так, например, в Национальной библиотеке Якутии будут работать 2 сектора – электронных услуг и абонентский отдел. В библиотеке имени Пушкина в эти дни идет активная подготовка к открытию, дезинфекция помещений и влажная уборка. Как отметили сотрудники Национальной библиотеки, в дни ограничительных мер они полностью не закрывались, а перешли на оказание услуг в электронном формате. На втором этапе мы планируем, что будут открытие читальных залов. Тоже к этому идет плотная подготовка, разработана вся документация, все дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты закуплены. Сотрудники проходят инструктаж по работе. А вообще какие требования для посещения библиотеки будут в следующей неделе для горожан и гостей столицы? Да, действительно, у нас в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в том числе для библиотек уже разработаны они на уровне Российской Федерации. Это обязательное ношение перчаток, масок при входе в библиотеку, обязательная дезинфекция рук. И на первых порах мы ограничили пребывание посетителей библиотеки до получаса. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь.